Доброе утро! Сегодня мы едем смотреть дельфинов. На яхте сразу просят разуться, чтобы не испортить паркет. На удивление, яхта оказалась очень просторной. Можно выбрать любое комфортное место для морского путешествия. Если в таком туре вам не удастся встретить дельфинов, то не расстраивайтесь. Как минимум можно насладиться солнцем, морским бризом, великолепным видом на побережье и поплавать в прохладном море, наблюдая за обитателями. Кстати, для снорклинга делают 2-3 остановки. Еще в тур входит обед и танцы по желанию. It's been a couple years since I seen your face. Wonder what you're up to now. Yeah, my head is still up in space. Танцпол был захвачен Тео и гидом. За время нашего путешествия они очень подружились. We were always rebellious kids. Do you remember when we were riding through the night? Moon was on our side. Once upon a time. Once upon a time. As high as the sun in the sky. Crossing all lines. Once upon a time. Once upon a time. Ну а потом были звезды этого тура, дельфины. Каждый раз, сколько бы мы их ни встречали, это необыкновенный магический момент. Дельфины прыгали и играли вокруг нас, вызывая восторг и улыбки у каждого. Мы смотрели на них, наслаждаясь их грацией и неподражаемой красотой. А в конце тура можно было прокатиться на банане и подушке. Я выбрала подушку. Can you tell me are they still on? So silly of me to think. Yes, I found separators. I think of you now and then. Won't let the memories fade to dust. Baby, remember when we were riding through the night? Moon was on our side. Once upon a time. Once upon a time. As high as the sun in the sky. Crossing all lines. Once upon a time. Once upon a time. Воу-воу-воу, смотрите, сегодня у нас в планах кататься на квадроциклах по пустыне Сахара. О, ты уже становишься похожа на египтянку. Мама. Сейчас завяжет хорошенько. Тебе очень идет. Окей. Самое пугающее в пустыне Сахара для меня – это то, что она расширяется с угрожающей скоростью. Это происходит из-за изменения климата
и деятельности человека. Пустыни захватывают плодотворные земли, вызывая опустошение и перемещение местного населения. Сахара увеличивается примерно на 50 километров в год. Нас тут к ущелью привезли, пойдемте его посмотрим. Поп привезли. Ребят, мы добрались к мистеру Бедуину. На собак песок от очков следы. И на коже чувствуется песок. Давайте посмотрим его жилье. Но что-то я его пока не вижу, если честно. Верно, не привезли, или с работы не вернулся. Оказывается, это такой бедуин, который работает, такой же адаптированный и, в принципе, разговаривает. Я немножко перепутала. Шалашики похожи. Сейчас нам будет готовить чай на огне. Что мы не встретили бедуина, но зато натоптали у него дома, сказали то, что он на работе сейчас, он приезжает только вечером, до вечера, естественно, никто его ждать не будет, потому что уже будет темно, и на квадроциклах опасно ехать, какую-нибудь кочку не заметишь, вылетишь с него, вот, но есть еще тур. Он дольше, длится с 10 или с 11 утра и прямо до 7 вечера. И ты приезжаешь в деревню к бедуинам, там женщины и мужчины, их очень много живет. Они показывают, как они готовят, как добывают воду, какие-то там танцы, пляски, плюс вас еще кормят. Так что, если вы располагаете временем, можете съездить туда. Ладно, всем доброй ночи, пока, до встречи в следующей стране.
В Египте, кстати, прямо сумасшедшие какие-то апельсины, по-сумасшедшему вкусные, и они причем еще недозревшие, сказали, то, что оранжевые еще вкуснее. Вот, но мне почему-то такие вот недозревшие прям очень нравятся, они что-то между помелой, но при этом вот эта вот кожица, она вообще не горчит. Очень вкусные, прям обожаю, мне кажется, килограмма 2.